Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина на пороге. Что это за мужчина, с чем идет? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на самое ближайшее будущее, и пусть нужная информация о вас обязательно, мои хорошие, найдет. Ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, давно такого не видела. Мужчина, который у вас на пороге, он готов быть креслом для вас, либо этим табуретом, не знаю, как правильно сказать. То есть удобным, надежным, типа взять вас на руки. Видите, вот он в виде этого кресла. И вы типа должны присесть. По его мнению, вы должны присесть к нему на руки. Ух ты, удобный мужчина идет, невероятно удобный. Либо тот, кто будет для вас самым удобным. Удобным в общении, в отношении, в каких-то делах, покладистым, заботливым. Такой мужчина идет. Мужчина с вашей стороны заходит. У вас с этим мужчиной уже что-то было. Либо вы с этим мужчиной когда-то были знакомы, может быть, общались, потом разошлись, либо общение прервалось, и вот через время, через расстояние этот мужчина опять появится. Девушки, у кого-то появится ваш бывший, сразу говорю, честно говорю. У кого-то появится какой-то прошлый знакомый, с кем там что-то намечалось, но не выгорело, да? Может быть, просто вы там друг другу немножко симпатизировали, но вы были не свободны, он был не свободен. По-разному у каждого, конечно, сложилось. Но вот он с вашей стороны идет. То есть это не какой-то новый мужчина посторонний. Вы его точно знаете. Хотя бы визуально точно знаете. У кого-то отыграется, что вы уже с ним и Крым, и Рым, и медные трубы прошли. Да, вот если бывший, например. Мужчина говорит, я буду удобным, я буду комфортным в отношениях, в общении. Либо я сделаю все, чтобы моя девочка чувствовала себя максимально комфортно, да, чтобы ей было очень-очень хорошо. Мужчина, который, он все время о вас то ли мечтал, то ли думал, представлял. Все это время он не упускал вас из виду. Все это время он как-то за вами, следил, справки наводил. Незримо присутствовал где-то рядом. Слежка, либо кто-то про вас докладывал ему, да, что вы, где вы, с кем вы. Почему появляется сейчас? Потому что уже не может без вас, потому что какое-то для его восприятия сейчас хорошее, благополучное время. Время, когда вы точно не пошлете, не откажете. Может быть, вы недавно с кем-то расстались. Может быть, вы откуда-то приехали, вернулись. Либо наоборот, он думает, что вы куда-то уедете, и вообще он вас не найдет, да, может, что-то о ваших планах узнал. Он спешит появиться к вам на порог для того, чтобы стать для вас под этим креслом, удобным и комфортным, чтобы для вас что-то делать, какие-то двери для вас открывать. Возможно, у вас есть проблемы, нерешенные проблемы, либо какие-то сейчас тяжелые времена, и он такой, выгодное время, сейчас я появлюсь, как этот Бэтмен, да, как герой, все порешаю, и она, конечно же, не сможет мне отказать. Тут я ей покажу, какой я, важный, нужный перец, и что надо согласиться со мной в отношениях быть, потому что со мной хорошо, со мной удобно. Вот главное, что он подчеркивает, что с ним удобно, и что он будет вас на руках носить. Так, если бывший, то проработанный, сразу говорю. Каким бы он не был плохим, но он уже проработанный. Знаете, он без вас пожил, он понял, как это горько, как это плохо,
как он никому не нужен, как никто не может любить, как вы. А вы ведь любить по-настоящему умеете. Вы любите человека за его сердце, за его душу, а не за деньги, не за возможности. Вы в отношениях никогда не ищете выгоду. Вы ищете именно любовь, нежность, и вы готовы в любви, в отношениях не только брать, но и давать. В этом ваше сильное качество, так как вы никто любить не может. И если это бывший, то он уже это все прекрасно понимает, он уже это все осмыслил, переосмыслил, и вот вы ему нужна. Если это мужчина, с кем у вас когда-то был контакт, но ничего не было, то этот мужчина, вы ему в сердце запали, понимаете? Возможно, он пытался там с другими женщинами, либо он искал похожих на вас женщин, но никого не нашел. Вот вы для него это все. Единственное неповторимое во всей Солнечной системе. Все, он вас хочет. Пожил без вас, подобную вам даже вот близко подходящую не нашел. И теперь, конечно, он за вами возвращается, потому что с вами счастья хочет. У мужчины уже там какой-то план. Мне вот идет, что у него там план на дерево. Дерево — это семья, это семейные отношения, это полноценная семья. Вот этого хочет, на меньшее не согласен. Либо у него так план максимум, уговорить вас выйти замуж, либо воссоединиться и жить одной семьей. На меньшее он не готов пойти, он об этом не думал, он, может, не хочет думать о плохом, он думает только лишь о хорошем. Тем более мужчине есть что предложить. У него есть конь, скорее всего, автомобиль у него есть. И также конем могут показать хорошую работу. Он уверенно себя чувствует на этом коне. Также у него там какой-то мешок, то есть он не с пустыми руками придет, с подарками, с финансовой помощью, с финансовой защитой, с еще какой-то защитой. То есть он реально готовился, он серьезно готовился, чтобы прийти к вам. Еще у кого-то отыграется, что за этим мужчиной какой-то вот расчет мне идет, но это не расчет в плане того, чтобы там выгодная невеста, выгодная жена, а расчет какой-то психологический, что ли, магический, психологический, что-то в этом плане. То есть я же говорю, он себя проработал, он очень много, наверное, изучал себя, свои чувства, взаимоотношения между мужчинами и женщинами, там психология отношений. Может, он в эзотерику полез, может, он сам себе гадает, либо кому-то ходит, кто ему гадает. То есть у него там план, вот чисто все просчитано, проработанное, и он знает, что делать, он знает, что говорить, он знает, как себя подавать, он знает, как реагировать на ваш отказ, либо наоборот на ваше согласие. То есть такой прям подготовленный мужчина мне идет. Подготовленный. Знаете, еще что я вижу? У кого-то отыграется, что мужчина попытается это все обставить, вашу встречу обставить, как будто бы это такая случайность, как будто бы это сама судьба свела. Это может быть какое-то место, где вы раньше с ним общались, встречались, либо познакомились, либо у кого-то где-то, расчет, идет мне слово расчет, что он все рассчитал, прям до малейших подробностей, до сантиметра, до миллиметра все рассчитал. Если честно, вы будете в шоке, вы будете постоянно удивляться, и вы будете думать, да как так? Он что, мысли мои читает? Он что там, всевидящий, ясновидящий? Что происходит? А он все просчитал, мне идет. Просчитал. Он хочет вас удивить, конечно, он хочет вас удивить, и он хочет в ваших глазах выглядеть самым лучшим, самым важным и самым полезным. Девочки, вернуться в прошлое — это как не самое худшее, что может случиться. Тем более вы уже человека знаете, тем более человек проработал свои недостатки, тем более человек уже вас любит, То есть он уже ради вас на все готов. Поэтому понятно, что сердцу не прикажешь, но вы хотя бы пообщаетесь, поймете, нужно, не нужно. Но с другой стороны, вам тут четкое указание на то, чтобы воспользоваться его помощью. Он будет вам предлагать свою помощь. Опять же, вы все разные, и помощь разная будет. Прям будет настаивать на том, чтобы он для вас что-то сделал, чем-то помог, где-то выслужился. Не отказывайтесь, тем более вы же его не просите об этом. Это он сам себя предлагает, это он буквально себя навязывает. Вы не должны себя чувствовать обязанной ему. И в то же время, если он
предлагает, берите. Берите эту помощь. Поверьте, он никогда не будет вас за это отчитывать, либо как-то тыкать вам в глаза, что вот ты мной попользовалась, а теперь ты меня не хочешь. Он никогда не будет этого говорить. Нет. Может быть, он даже если бывший, то чувствует, что он вам обязан, да, либо у него перед вами долг кармический. Может, вы его там в свое время вытаскивали из всяких ужасных историй, а теперь ему хочется и вернуть этот долг, и опять же вернуть вас. Да, интересная, конечно, картина. Но вот мне идет, что он вас врасплох застанет, что вы вот чего-чего, а его точно не ждете. Кто-то порадуется из девчонок, кто-то в шоке будет, кто-то там креститься начнет, да, чур меня, чур, нечистая. Но мужчина, да, действительно поменялся, он уже совершенно другой человек. И еще у него какая-то группа поддержки. Вот не могу сказать, кто, то ли ваши друзья, то ли его друзья, может быть, даже какие-то ваши знакомые родственники. У него прям целая группа поддержки. Он их собрал, он их уже, не знаю, уговорил, подговорил. И они прям топят за него и будут очень сильно топить за него. Что тоже вас очень сильно удивит. И вы такая, ничего себе, что, против меня все? Нет, это не против вас. Просто мужчина был убедительный. Он доказал, что он действительно поменялся. Либо ему поверили, что он вас любит по-настоящему и мечтает с вами о семейном счастье. И еще, мои хорошие, у вас на пороге я вижу какую-то женщину. Хоть мы загадывали на мужчину, но вот вышла женщина. Женщина совершенно вам сейчас не знакома, но женщина, которая сыграет серьезную роль в вашем будущем. Эта женщина, у нее в руках власть, у нее такая тиара на голове, то есть это явно непростая женщина. Власть. Мне вот идет, что у нее власть, мне идет, что она власть имущая, да? Может быть, даже не она сама, может быть, ее там муж, а может и муж, и она. То есть люди очень крутые, да? Вот серебрити мне идет. И эта женщина, у нее к вам какие-то, не знаю, там сестринские, материнские чувства. Может быть, вы ей напомните ее же в молодости, может, напомните там кого-то из ее родственников. В общем, она к вам прям потянется и руками, и ногами. Пусть вас это не пугает, все хорошо, все нормально. А эта женщина вам еще не раз пригодится, и благодаря этой женщине вам какие-то очень крутые перспективы и возможности откроются. То, что бы в нормальном состоянии вам не открылось, да, будь вы сама, добивайся вы всего сама, но благодаря этой женщине, благодаря ее участию, протекции, помощи, защите, покровительству, вам это все откроется. Вот, вы уж там не бойтесь ее, да, и на дружбу, от общения с этой женщиной не отказывайтесь. Мне идет, что вы с ней в каком-то казенном доме встретитесь. Может быть, где-то будете там дела какие-то делать, решать вопросы, и вот с ней познакомитесь. Вот сразу она будет расположена в вашу сторону, и вот сразу вы прям почувствуете, что она к вам тянется. Да. Дурные мысли могут в голову лезть. Вот такая, что она хочет от меня. Ничего плохого она не хочет. Она хочет вам помочь. Вы ей прям понравились. Понравились, кого-то напомнили. И она такая, чувствую, женщина хорошая, порядочная, честная. Надо помогать, да. Либо у нее там прям желание что-то для вас сделать. Это хороший момент. Очень хороший. И тут, смотрите, какие-то копья сломанные. То есть она может даже защитить вас, либо дать вам очень крутые советы, как там воздействовать на недоброжелателей. Женщина очень замечательная. В принципе, и бывший неплохой, либо знакомый мужчина неплохой, да, он действительно поменялся. И вот эта шикарная женщина. Это то, что у вас буквально на пороге, что ждет вас в самое ближайшее время. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.